Добрый вечер. Время новостей на АТР. Вы смотрите «Заман». Симферопольский парикмахер Рустем Сиитов подал жалобу в контактную группу по правам человека. Вчера в репортаже нашего телеканала он сообщил о преследовании по национальному признаку. Директор салона, в котором Рустем работает 6 лет, запретила в рабочее время 3 сотрудникам общаться на крымско-татарском языке. Сейчас правозащитники готовят заявление в прокуратуру. Хозяйка парикмахерской Наталья Радостина грубо нарушила право Рустема Сиитова на свободное вероисповедание и право общаться на родном, к слову, государственном языке. Уверен координатор контактной группы по правам человека Мамед Мамбетов. Он объясняет это тем, что, несмотря на декларацию защиты прав депортированных и слова об их реабилитации, в обществе нагнетается страх по отношению к иноверцам. В сознании людей закрепляется мысль, что если мусульманин, то может быть террорист. Обществу, возможно, и эти же службы соответствующие навязывают такой негатив, и уже общество немного реагирует соответствующе на это. Кроме этой жалобы, Рустем Сиитов также намеревается обратиться и в Госкомнац и подать на начальницу в суд. Я хочу добиться, чтобы все было хорошо, чтобы было как оно раньше было, чтобы люди, чтобы все были нормально, относились друг к другу, чтобы такого казуса не было, чтобы я крымский татарин, ты русский, там, или украинец, или болгарин, или грек, чтобы было все нормально, чтобы люди общались между собой, как они хотели, на каком хотели языке и где хотели. Он уже обратился за помощью к адвокату. На данный момент мы подготавливаем соответствующие жалобы. Мы начнем сначала с государственных органов, которые должны за этим осуществлять надзор. Да. То есть надеемся на адекватную реакцию. Если у нас это не получится, тогда мы будем стараться сделать это через суд. Если и это у нас не получится, то уже будем думать. Выходить уже на другие инстанции и просто в другом формате вести всю эту беседу. Первый заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Нариман Джилял называет этот случай дискриминацией по национальному признаку, которая проявляется в Крыму уже не в первый раз. И отмечает, если раньше ссорились по национальному признаку на бытовом уровне, то теперь перешли на другой, трудовой. Крымская весна, так называемая, вызвавшая у ряда жителей Крыма некую эйфорию в том, что они живут теперь в России, и это должно привнести нечто новое в их жизни, сняло с их эмоций, ощущений и вообще душ вот те самые пресловутые скрепы, которые держали их в рамках некой толерантности. И сегодня эти люди позволяют себе вот таким образом относиться к людям, которые просто хотят разговаривать на родном языке, исповедовать религию, которую они предпочитают, в данном случае ислам. Рустем Сиитов сегодня вышел на работу, но заявил, что вынужденно выполняет требования своей начальницы – не говорить на работе на родном языке и не молиться. От Натальи Радостиной он получил строгое предупреждение о том, что если нарушит режим работы и отлучится с рабочего места, то точно будет уволен. Эльмира Богурчала, Асан Усманов, Заман, АТР. В Алуште произошло тройное убийство. В ночь на 19 августа в поселке Партенит житель Москвы зарезал 3 своих товарищей. «Твоя газета» сообщает, москвичи приехали в Крым на отдых. Компания пьянствовала, когда один из московских гостей схватил нож и совершил убийство. Затем он пытался сбежать, но убийцу задержали. На оккупированный полуостров продолжают поставлять стройматериалы с материка. Об этом заявил экс-депутат от Родины Андрей Сенченко. По его словам, крымские заводы, которые были привязаны к украинскому сырью, продолжают работать бесперебойно. В содействии оккупантам Сенченко обвиняет Укрзалезницу. Якобы она поставляет песок на крымские заводы, производящие бетон и плиты для военных объектов. Детали выяснял Алим Абдулхаиров. Народный депутат предыдущих созывов Андрей Сенченко уверен, крымские заводы все еще работают благодаря поставкам сырья с материковой Украины. По его информации, украинская железная дорога продолжает перевозить песок на крымский титан, который расположен в Армянске. В Крыму продолжает работать завод двуокиси титана в Армянске. Сырье на этот завод поступало всегда либо с украинских ГОКов,
Сейчас эти заводы продолжают работать. Это означает о том, что это сырье завозится, как минимум с украинской территории, украинской железной дорогой, государственным предприятием. Андрей Сенченко грузовые составы сам не видел, но ссылается на бдительных людей из оккупированной территории. Как раз поступают те строительные материалы, которых нет в Крыму в принципе в природе. В Крыму нет, например, речного песка. А для производства бетона высоких марок требуется только речной песок, который идет на военные объекты, на взлетно-посадочные полосы. По телефону в Укрзалезнице сообщили, комментировать заявление Сенченко на камеру не будут. Обещали рассмотреть только официальный запрос, на который АТР получил ответ. З 26 грудня 2014 року Укрзалізниця ввела конвенцію про заборону перевезення залізничним транспортом будь-яких вантажів між материковою частиною України і Кримом. З того часу і по теперішній час скасовано абсолютно всі поїзди, що курсують між материковою частиною і Кримом. Государственная пограничная служба поддерживает версию Укрзалезницы. Спикер пограничников утверждает, сейчас железнодорожных поставок в Крым нет. Ці поставки наразі припинено. Більше жодне сполучення із окупованою територією не здійснюється. Ми припинили ці поставки вже десь близько місяця тому. Сведения двух государственных структур различаются. В своем письме Укрзалезница убеждает, что ее вагоны с декабря не пересекали границу с Крымом. От пограничников поступает информация, что в июле такие поставки еще были. Алим Абдулхаиров, Шевкет Наматулаев, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР. Санкции заставят Россию вернуть Крым в состав Украины. С таким заявлением выступил первый президент независимой Украины Леонид Кравчук. Он провел аналогию с хрущевской передачей Крыма Украине в 1954 году. По его словам, Россия тогда не смогла справиться с проблемами на полуострове и опрокинула их на Украину. Ми його втратили надовго. І зараз патріотизм свій проявляти в тому, що ми швидко можемо повернути Крим. Я думаю, ми будемо вводити людей в оману. Настане такий час зараз. Може, не так швидко, але під тиском світового співтовариства ізоляція Росії буде неминуча, санкції будуть посилюватися неминуче, і Крим зрозуміє, врешті-решт, що його майбутнє можливе тільки з Україною. Тема Крыма не станет ключевой в Берлине. На встрече президент Украины Петр Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом обсудят конфликт на Донбассе, уверены в Институте политических исследований. А вопрос Крыма, как всегда, останется без внимания европейских политиков. Ранее Порошенко отмечал, в Берлине Украина акцентирует внимание на вопросе непризнания аннексии Крыма. Это особенно актуально после очередного незаконного посещения полуострова президентом России Владимиром Путиным. По Крыму, я думаю, что вопрос будет затрагиваться в сугубо экстенсивном порядке в рамках заявления Меркель, что Европа не забудет эту проблему. Но, скажем, какие-либо действия в целях ее решения на сегодняшний день просто невозможны до тех пор, пока не изменится политика Кремля. Но что касается... Жители Массандры требуют остановить строительство в окрестностях местной детской площадки. Застройщик уже поднял двухэтажное незаконное здание с гаражом. Жители не могут добиться от местных властей остановки строительных работ. С ними общались наши крымские коллеги. Еще недавно здесь росли кипарисы, а сейчас полным ходом идет стройка. Рабочие привезли бетон. Кому и для чего, не рассказывают. Я к этому не касаюсь, вот мой агрегат. Стройка началась в марте. Сначала появился забор, потом исчезли деревья. В 1977 году получили мы жилье. И наш главврач Паниншкин привез 18 кипарисов и деревья, чтобы мы все это сажали. Люди вызвали милицию, потом экологическую инспекцию. Им пообещали составить акт и предложили прийти за ним в администрацию. Но когда жители пришли за документами, их ждало разочарование. Иду я на второй день, нету ничего. Выходит вся в золоте и говорит, вы Пешина? Я говорю, да. Никакого вам не будет. Это там кустарники. Тюлени спилил кустарники. Что бы делали? Активисты дома по улице Южнобережное шоссе выяснили, стройку ведет бывший массандровский депутат Кирилл Тюленев. Причем строительство идет не там, где получено разрешение. Никто не может объяснить нам, почему в документах идет
разрешение на строительство по адресу улица Стахановская, дом 12, а строительство идет по ЮБШ 9. Строители уже успели выгнать 2 этажа, и вся эта конструкция нависает прямо над детской площадкой. Здесь нарушены все красные линии, порваны кабеля, от дороги не отступлены 6 метров, как положено, а детские площадки мы видим тоже также не отступили. И мы видим на детской площадке, где много людей, лежат кирпичи, которые могут просто покалечить детей. Много лет жители дома по улице Южнобережное шоссе добивались, чтобы во дворе детям сделали площадку. Перед очередными, еще украинскими выборами, кандидаты в депутаты установили горку, качели, поставили песочницу. Здесь всегда было полно ребятни. Вот я гуляю на площадке и слышу постоянно звуки, машины приезжают, мне мешает эта стройка, я хочу гулять, но у меня не получается. Эта площадка для меня дорога. Вот ту площадку построил мой папа. Мы играем там в футбол. А некоторые дети говорят, что вот эта площадка старая, нудная и вонючая, потому что тут идет газ от этой стройки, все против. Пожалуйста, кто меня слышит, кто меня видит, пожалуйста, уберите эту стройку. Куда люди только не обращались, чтобы остановить строительство, но все безрезультатно. Ни местная власть, ни правоохранители на их жалобы не реагируют. Разве можно это допустить, что человек строится не там, где он зарегистрирован, без всяких оснований? И куда мы только не писали, не обращались. Одни ответы под копирку написаны, одно и то же, и никаких действий, ни помощи нету ни от кого с этой власти. Не забирайте нашу площадку! Аслан Карымлы назначен правительственным уполномоченным по вопросам Крыма и Севастополя. Согласно документу, который разместили на сайте украинского правительства, Карымлы назначен на эту должность 20 августа. Другим распоряжением Нариман Устаев назначен на должность председателя Государственной службы Украины по вопросам Крыма, которую до этого занимал Карымлы. Ранее сообщалось, что Кабмин Украины ликвидировал департамент по вопросам Автономной Республики Крым и Севастополя и ввел должность правительственного уполномоченного по вопросам Крыма. Донбасс остался без воды. Российские боевики обесточили 5 насосных станций. В результате многочисленных обстрелов террористами объектов городской инфраструктуры на Донбассе не работают фильтрующие станции. Об этом говорится в сообщении так называемого штаба обороны Мариуполя. Кроме этого, на территории, которую временно контролируют террористы ДНР, нет хлора для фильтрующих станций. В связи с этим подача воды населению без очистительного процесса может привести к массовому отравлению населения. Накануне Дня независимости в Киеве открыли 60-ю юбилейную выставку цветов. В Печерском ландшафтном парке презентовали 10 композиций. На цветочные картины ушло около 400 тысяч кустов рассады. В этом году организаторы решили создать цветочный оберег для Украины. Ромашка символизирует веру, надежду, мальва – связь с предками, мак – страсть, любовь. И каждый цветок имеет сумасшедшую силу. Поэтому вот мы решили создать такой оберег. Хоть как-то, хоть какими-то силами, пусть такими цветами, да, но защитить себя, нашу страну и настроить нас всех на что-то хорошее, позитивное и светлое. Под зданием суда, где заседали по делу Надежды Савченко, прошел пикет с георгиевскими лентами. Его организовали представители Национального освободительного движения. У них в руках также были портреты журналистов, в убийстве которых в России обвиняют Савченко. Украинская летчица все обвинения отвергает и утверждает, что в это время была схвачена сепаратистами, а затем переправлена в Россию. Президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган объявил о проведении досрочных выборов в парламент. Ожидается, что голосование назначат на 1 ноября. Решение о распуске парламента было принято после того, как премьер-министр страны Ахмед Давутоглу заявил о невозможности сформировать коалицию и вернул мандат президенту. Лидер турецкой оппозиции обращался к Эрдогану с просьбой дать ему мандат на формирование правительства, однако президент заявил, что не может терять время и созывает досрочные выборы, передает Associated Press. В
Казахстане продолжается валютная паника. Тенге критически упал. Всего за сутки казахская валюта подешевела на 30% по отношению к доллару на фоне падения цен на нефть и того, что правительство решило отпустить тенге в свободное плавание. Большинство обменников закрыты, а доллары, евро и даже рубли в стране купить очень сложно. Украинские эксперты уверены, что на экономику Украины обвал курса не повлияет. Между тем, жители Казахстана бурно отреагировали на события на валютном рынке, передает Радио Свобода. Я занимаюсь бизнесом, я просто натурально с этим, честно. И как человек, потребитель, то, что мы все зарплату получаем в тенге, сейчас будет все переводить на процент повышения курса, это будет вообще какой-то кошмар. Плохо, конечно, для нас. Все подорожает, когда доллар вырос. Поднимает потихоньку 197. Будет дальше, наверное, поднимать. А вы вообще ожидали? Думали, что к Новому году будет такой подъем. И думаю, что это еще не конец. В России построили 20 мобильных крематориев для сжигания на границе санкционных продуктов. Одна такая машина обошлась бюджету России в 6 миллионов рублей. Это более 2 миллионов гривен. В городе Кириши закончились испытания новых портативных установок. Об этом сообщает Радио Свобода. В этих крематориях температура достигает 500 градусов. Конструкторы обещают, от запрещенных деликатесов останется только запах. Положительное заключение. Вот конкретно эта машина поедет на пункт пропуска Забайкальск. Это российско-китайская граница. Вот сюда заезжают отходы. Вот мы с вами как бы работаем уже на границе. Открываем. И забрасываем. Туда может поместиться головка сыра, нога поросенка, какой-нибудь плохой человек. Ну, я шучу, конечно. А те продукты, которые все же удалось завезти в Россию, решили найти казаки. В Санкт-Петербурге они провели рейд против импортных санкционных продуктов в гипермаркете «Ашан». Среди участников рейда был российский шоумен, певец Стас Борецкий. Он демонстративно перед камерами зубами разрывал банки импортного пива. Казаки же собрали корзину импортных товаров и стали требовать у администрации сертификаты на качество. Однако найти товары, попавшие под российские санкции, им так и не удалось. А потому что они меня назначили министром культуры, понимаете, казачьего общества. Вот. И как бы попросили. А я как бы с ними солидарен в этом плане. В плане импортозамещения. Импортное пиво вот стоит на самом видном месте. Можно, если сделаю такую штуку, смотрите? Попросите убрать уборщицу. Я сейчас дам 100 рублей, вы ей передадите. Хоть как не надо. Любой труд должен быть оплачен. Мы оплатим это, тоже переживайте. 50 рублей нормально. Нет, спасибо. Сейчас придет уборщица. Мелочи нет просто. Написано все по-русски. Но явно не русское производство, я чувствую. Они что сейчас делают? Они все пишут по-русски. Но товар-то остается импортным. Понимаете, вот в этом вся фишка. И посмотрите, сколько оно стоит. Это нормально вообще? За бутылку подсолнечного масла такой ценник. Тем более это масло ни о чем. Оно даже не оливковое, понимаете? Это не пойми что. Это все испанское, понимаете? А какое отношение мы имеем к Испании, понимаете? Если там, допустим, они что нам? Они нам сделали безвизовый въезд в Испанию, чтобы мы могли отдохнуть. У нас в состоянии холодной войны с Евросоюзом. Почему нам Европа делает неприятности, старается сделать неприятности, а мы должны кормить Европу, покупая их товары? Почему? У нас своих производителей хватает. Это все новости на этот час. Хорошего вечера. Будьте с нами.